Selamun Aleyküm, saygılı teleseyirciler. Efirde 3 Filcan Kahve teleyayını. Bugünkü sohbetimiz halkımızın geçmişine bağışlanıyor. Tarihi bilmek bu silahlanmak. Tarihimiz bizim devirlerimiz hepsi türlü olup geçti. İçimizde sonki zamanlarda derin yazan tarihçiler kısmetimiz olmadı, çıkmadı içimizden. Onun için bizim tarihimizi türlü alimler yazdı. Kimisi yaxşı yazdı, kimisi derin meseleyi koymayıp yeni fikirlerini uydurup yazdı. Nazın abartmasak bizim tarihimiz uydurma tarih oldu. Şunun için biz tarihi pek çok hulasa veriyik. Tarih bu silah. Bana bir göz önüne alınızca biz deportasiya zamanında hepimiz tarihçi olmuştuk. Bu tarihimiz ne için bile oldu deyip türlü sualler koyup ona cevap aradık. Bugün bizim vatana kayıtmamızın bir parçası şu devirde biz tarihi hepimiz yaxşı bildiğimizden bağlıydı. Bugün biz o bilgiyi derinletmeye tırışmaya gerek. Lakin derinletmeye ona profesyoneller gerek. Okumuşlu alimler içimizden çıkmak gerekler. Kendi tarihini içinden duyup, sezip yazmayan alim o uydurma alim olur. Onun için bana bugünkü sohbetimiz bizim şu tarihçiler çıkaran kitaplar hakkında. Bana büyük medeni sıfatımızda bir kitap çıktı. Bu kitabı endi çoksınız işitmiştirsiniz. Bu kitabın adı «Происхождение крымских татар». Onun yazıcısı belli tarihçimiz, doktor ilimler, filologiya, Kırım Tatar ve Şarkı filologiyanın dekanı, fakültetinin dekanı, bugünkü misafirimiz Haydar Mehmetov. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz Haydar. İkinci misafirimiz, известный специалист по Крыму, историк-крымовед, кандидат исторических наук, доцент Пащеня Владислав Никонович. Добрый день. Bugün dilimizi biz iki türlü alıp baracağız. Misafirlerimiz Rus dilinde laf ettiği için, şunun için biz de kendi meselelerimizi şu dilde koyup o derinlice anlatmak birbirimize misalleri getireceğiz. Айдара, расскажите, пожалуйста, о своей книге, потому что книга «Происхождение крымских татар» сегодня в Крыму получила такое мощное рекламное сопровождение, связанное с различными моментами выхода этой книги. И наши читатели с нетерпением ждут и получить, и чтобы изучать эту книгу. А вы, пожалуйста, расскажите, как она вообще появилась на свет? Все новое, оно всегда тяжело пробивает дорогу в жизнь. Так вот, здесь о происхождении крымских татар сказано много новых слов. В первую очередь это касается того, кто такие были древние жители Крыма. По многим данным, вот за последние 300 лет писали, что скифы, тавры, кемерийцы, вернее, о таврах ничего не говорили, но скифы и кемерийцы говорили, это иранцы. И действительно, ни одного я серьезного труда не знаю, чтобы скифов относили к тюркам. Однако я, когда защищал кандидатскую диссертацию в 70-е годы, я также тоже, как и все другие, писал, что скифы – это иранцы.
Тема моей кандидатской диссертации была «Персидские заимствования в крымско-татарском языке». Я сам иранист, хорошо знаю персидский язык, неоднократно бывал в Иране, десятки раз бывал в Иране, выступал с научными докладами на персидском языке. Я встречался с видными руководителями, неоднократно с президентом, с духовным лидером аятоллой Хоменеи. И вот эти фильмы, которые иранские коллеги снимали, я показываю своим студентам. Так вот, в 70-е годы я, как и все другие, читал учебники, исторические, научные изыскания, где писали «скифы – это иранцы». И я так думал. Однако, глубже изучая иранскую культуру, иранскую историю, я все больше и больше понимал, что что-то здесь не так. И начал я с древних авторов. Это были Геродот, Птолемей, Плиний, Амелиан Марцелин и многие-многие другие. Они нам оставили подробную информацию о скифах. Хрестоматийным стало: скифы доили кобылиц, пили кумыс, ели конину. Я, как иранист, могу сказать, что иранцы, исторические и настоящие иранцы, никогда кумыс не пили, не пьют, и конину не ели, не едят. То есть, я извиняюсь, в этой книге вы открываете место, где скифы являются тюркоязычными. То есть это однозначно. целый переворот в историческом моменте. Можно и так сказать, потому что вот почему ее немножко придержали, там были небольшие недоразумения. В Крыму об этом только вот в последнее время стало известно. Но я выступал с научными докладами в Москве, в Академии, Российской академии наук. В 2014 году, когда это впервые прозвучало с высокой трибуны, ко мне отнеслись настороженно. Меня пригласили после этого, после 2014 года, я 5 раз выступал в Москве, вот второй раз, третий раз, и теперь они дали добро, что действительно скифы, если в 2014 году в резолюции была принята резолюция, что часть скифов являются тюрками, то уже в последнее время, вне всякого сомнения, ученые приняли, что скифы – это тюрки. Вернее, тюркоязычные народы. Спасибо. Владислав Николаевич, смотрите, сейчас утверждается очень важное такое положение в истории Крыма о том, что скифы – это есть предки тюрков. То есть они сами были тюрками. Мы помним, что в 1952 году на специальном совещании было предложено, как освещать историю Крыма в новых реалиях после депортации крымских татар. Скажите, пожалуйста, сегодня ситуация изменилась в исторической науке для историков Крыма? Или вот эти вот проблемы, которые были заложены в 1952 году, еще давлеют над ними? Дело в том, что директивы, вы понимаете, они все равно над человеком всегда, над сознанием человека всегда давлеют. Прошли десятилетия, изменилась общественно-политическая ситуация, идеологическая, историческая ситуация Государство изменилось. Государство изменилось. Но вот то давление, которое было осуществлено на историков прежде всего, а историки на своих читателей, они продолжают сегодня К сожалению, давлеть. Вот 5 лет назад я издал книгу «Этнокультурное развитие в Крыму», начиная с древнейших времен, с догосударственного периода. И кемерийцы, и скифы, и сарматы. Везде проходит мысль о том, что это все-таки были кто? Все равно это были ни в коем случае не иранцы, а это были племена тюрков. И об этом говорил Гумилев. Но его то же самое давили вот этой вот ираноязычной идеей. Значит, это очень важное сегодня открытие для истории Крыма и его восприятия. Понятно, что в Крыму сейчас происходит формирование
нового отношения к нашей жизни, к прошлой. Вот с этой точки зрения. Вот смотрите, я недавно услышал очень интересную пословицу, даже поговорку. У крымских татар, оказывается, существует 3 понятия похорон. Это в ящиках. Это кто у нас? Ну, это тавры. Тавры, да. Это погребение, могилы и подвойное погребение. Подбои. А это сарматы. Представляете, в наших исторических вот мыслях у крымских татар, к сожалению, депортация это не позволила глубоко изучить то, что начинал Ахчохрахлы в своих изучениях. И вот в этом комплексе ваша книга дает какие-то ответы на эти вопросы? Крымские татары – это очень сложный субэтнос. В Крыму сформировалось 2 субэтноса. Это ялобои и дах, мы говорим, это прибрежные и горные татары, и степные крымские татары. Так вот, эти 2 культуры, они переплелись, и потом, когда они слились воедино, их всех назвали крымскими татарами. Однако по происхождению, по этносу, а сейчас уже и медицина, и генетика подключилась, изучают ДНК горных, прибрежных крымских татар и ДНК степных крымских татар. Так вот, есть там определенные различия между прибрежными и степными крымскими татарами. Однако их в настоящее время объединяет язык, культура и религия. Вне всякого сомнения, определенные различия еще есть, остаются на диалектном уровне, но они очень быстро стираются. К этому помогает депортация. Мы уже возвращаемся не на свои исторические места. Те, кто был выселен, допустим, с южного побережья, они там, где находят дома, там покупают, там обустраиваются. Здесь, конечно, есть определенные проблемы. И вот процесс смешения между 2 субэтносами сейчас ускорился. Тогда можно так сказать, Айдар ага, вот до депортации все-таки исторически так было, что крымские татары жили по местам своего исторического расселения. Депортация как река, которая сузила возможности, и процесс смешания внутри крымско-татарского народа пошел еще быстрее, чем обычно, потому что там все были поставлены в одинаковые условия, и пришлось, хочешь не хочешь, начинать смешиваться. Ну, когда отсюда выселяли, вы знаете ли, на местах высылки нас не селили по регионам. Всех тогда уже 50 лет в Узбекистане, в Казахстане, частью в России, в Костромской области. Лично я попал в Костромскую область, 14 лет прожил в Костроме. Так что, вне всякого сомнения, процесс интеграции, процесс, я бы сказал, сглаживания диалектов, он происходит. Но до сих пор мы наблюдаем остатки вот этих диалектов. Вот вы, когда говорите на крымско-татарском языке, я как филолог могу смело сказать, вы говорите на южнобережном диалекте крымско-татарского языка. Вы понимаете, это тот язык, который я знаю. Тот, кто не изучал литературный язык, литературный язык, он объединяет и создается единая нация. А когда мы вот говорим о своих диалектах, вне всякого сомнения, вот и при возвращении, и в депортации процесс интегрирования диалектов, он был очень и очень активным. Спасибо. Владислав Николаевич, вот крымские татары вернулись. Украинский период мы знаем, особо такими большими событиями он не отличался. Там было обыкновенное, элементарное «разделяй и властвуй». Вот сегодня мы с вами находимся уже совершенно в новых реалиях. Это наша общая отчизна Россия, в которую входит Крым на правах республики. Крымчане воспринимают сегодня крымских татар как своих попутчиков? Или все-таки вот этот процесс еще не завершен, взаимного такого недоверия? Ну, во-первых, как только Крым вернулся через 60 лет в состав России, президент
Владимир Владимирович Путин, выступая здесь у нас в Крыму, сразу сказал, что необходимо вписать историю Крыма в историю России. И этот процесс только начинается. Идет очень медленно. Очень медленно. Почему? Потому что давлеет вот тот фактор, о котором вы только что сказали. Но все равно этот фактор нужно преодолевать. Ведь Крым всю жизнь, говорят, до войны было 26 этносов в Крыму. Сейчас уже называют самые различные цифры, от 100 до 200. То есть это огромный вот такой котел, в котором варятся все этносы, в том числе и крымские татары. И они никак не могут быть попутчиками. Они не попутчики. Они участники вот этого огромного исторического процесса возрождения Крыма в составе России. Ну, о покойниках плохо говорят, не говорят, но Никиту Сергеевича, конечно, за его поступок добрым словом, к сожалению, вспомнить нельзя. Вполне возможно, что вот мы хотим, не хотим, мы все равно возвращаемся к тем моментам, от которых мы сегодня вот никак еще не избавились. Вопрос вхождения в Крыма в различные государства, как передача, как вы сказали, о Хрущевом в Украину, потом жизнь в Украине. Айдар, как вы думаете, если бы Хрущев не передал Крым Украине, вопрос депортации и возвращения был бы по-другому? Вы знаете ли, история не знает сослагательного наклонения, но вопрос не стоит о том, кто куда передал. Мы этнос, мы народ, коренной народ. И, естественно, как любой коренной народ, он имеет определенные права, в том числе и на землю. Крым никогда не был в Европе, в прямом том понимании. И Крым всегда был Евразией. И когда вот 3 года тому назад мы опять вернулись в свое историческое лоно, и мы именно в евразийское лоно вернулись. Почему? Потому что исторически тысячелетиями Крым был пуповиной связан с теми регионами, где сейчас проживают тюркоязычные народы. Это узбеки, казахи, киргизы, уйгуры и так далее. Когда-то это была единая культура. Когда-то здесь мы хотим сейчас возродить вот те караванные пути, которые столетиями, тысячелетиями существовали. Вот сейчас руководство России, мне кажется, на правильном пути, создавая, объединяя вокруг себя вот эти евразийские государства, в том числе и в первую очередь это тюркоязычные народы. Вы прекрасно знаете, Казахстан как раз занимает центральное место в этом объединении. Так что мы вернулись туда, откуда исторически так и должно было произойти. Закон ноосферы работает. И когда академик Вернадский в начале прошлого столетия говорил о том, что все-таки все возвращается на круги своя, и вот те народы, которые проживали, вне всякого сомнения, сохранят свою культуру, язык и так далее, передавай, Хрущев, куда-то в Украину, или не передавай, процесс один, исторический процесс, он движется, мы как народ сохранимся только на своей территории и только вместе с евразийскими вот этими среднеазиатскими республиками. Спасибо. Так, ну давайте, вы у меня в гостях, выпьем по чашке кофе, сделаем небольшой перерыв и продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу. Значит, смотрите, получилось очень, как сказал Айдар, все возвращается на круги своя. То есть Крым всегда был частичкой Евразии, и его оторвать, оно, ну, естественно, не могло получиться. Это все равно, что как у человека попытаться оторвать руку. Мы часть Евразии, и мы формировались и сформировались как нация и народ, именно как евроазийский. Мы по своим корням тюрки,
То есть у нас очень много тюркского. Но мы есть некий барьер цивилизационный. Он все время был между какими-то цивилизациями. Как вы думаете, сегодня Крым каким барьером является? Говоря по этому вопросу, необходимо, в общем-то, ставить вопрос не о наличии какого-то барьера, текущего или перспективного барьера, а наоборот, необходимо говорить о том, что вот Крым, крымский народ, крымские народы, крымчане, крымские татары – это не барьер. Это то объединяющее начало, о котором говорил Айдар Мehmetович. Объединяет Западную Европу, которая, в общем-то, не особенно желает нас видеть, пользуясь вот теми старыми стереотипами прошлого, и нашей с вами сегодняшней жизни. А наша с вами сегодняшняя жизнь говорит о том, что все-таки Крым и крымские татары – это равноправные члены европейского, евроазиатского пространства, культурного, этнокультурного пространства. Равноправные. И это никакому сомнению не подлежит. Айдар, вот смотрите, в своей книге вы описали период только до VI века, да? Да. Начало нашей таких цивилизационных этих. Можно услышать версию второй части книги? О чем вы хотели бы продолжить книгу? Вы знаете, история Крыма, она богатая. Вот именно исторически так получилось, тот или иной, опять-таки я подчеркиваю, тюркоязычный этнос был стоял во главе государства. Если это до новой эры были скифы, как правило, но римлянам и древним грекам приходилось иметь дело со скифами. И они действительно были на границе с Римом. И, естественно, у них были в первую очередь торговые, сперва, правда, военные столкновения, а потом торговые. Без торговли, вот я обратил внимание на то, между ними постоянно были какие-то соглашения. И вот в этих соглашениях первым пунктом стояла торговля. Свободная торговля вот именно с Европой. Первый пункт обговаривали. Второй пункт касался это возвращения беженцев, ну, естественно, с дальнейшим их наказанием. А уже потом шли другие пункты. Вы понимаете ли, там уже выплата определенных налогов и так далее. Обратите внимание, торговля была на первом месте. Вот за торговлю, за свободную торговлю и тогда боролись. Вот и сейчас мы видим, в первую очередь, даже германцы, немцы приезжают, и на повестке дня стоят торговые взаимоотношения. Действительно, в век глобализации сейчас народы не могут жить без взаимной торговли, без взаимовыгодной торговли. Представьте себе, тысячелетиями этот вопрос обсуждался, и он всегда был на первом месте. А уже потом военные действия, политика и так далее. Там, когда уже экономические рычаги не действовали, тогда переходили к военным действиям. Я надеюсь, что в первую очередь урегулируем мы экономические взаимоотношения, и уже продолжение военного не будет. Так вот, испокон веков Крым, он был, я бы не сказал мостом, но не хочется употреблять это слово, через мост постоянно проходит и так далее. Один из основных караванных путей шел через Крым. Представьте себе, и в первом веке до новой эры, и в начале нашей эры торговля через Крым осуществлялась. Как современный, мы сейчас считаем, это Турция, эти территории, крымское зерно, тогда скифское зерно, греки перепродавали его и в Египет. Так много было зерна, выращивали скифы на территории Скифии. Теперь по поводу будущего. Так вот, представьте себе, кроме скифов, затем пришли готы. Готы правили недолго. И опять-таки нужно сказать, во многих этих учебниках и научных исследованиях готов считают германцами. Но германцы проводили здесь определенные исследования. Своих следов здесь они не нашли. Это в период Великой Отечественной войны. И кроме того,
В крымско-татарском языке очень много итальянских слов, греческих слов, генуэзских слов, но ни одного немецкого слова, заимствованного в той период, нет. Это меня, как филолога, насторожило. Как же так, германцы? Потом я обратился к археологам. Я говорю, как же так? Они говорят, археологи, говорят, мы, говорят, разрывая вот эти археологические пласты, отличий сармат от германцев не видим. Это тоже натолкнуло на мысль, что что-то здесь не так. Так вот, сарматы, готы, а затем гунны, долгое время гунны царствовали. А после гуннов, после распада гунского объединения, это западное гунское и восточное гунское объединение, после того, как они распались, к ним на смену пришли тюркуты. Тюркуты, некоторые их называют тюрками, но в 576 году они уже вошли в Крым. Мы знаем, эти даты, она зафиксирована во многих исторических книгах. Так вот, кроме тюркутов, после тюркутов или тюрков, так называемых, здесь были хазары. Кроме хазар, а уже затем идут половцы, а затем... То, что хазары тюрки, это уже не оспаривается, да? Нет, это Или тоже Тоже оспаривается, да. Вот буквально я недавно получил анализ ДНК хазар. Это американские ученые провели. Они говорят, это ДНК хазар сейчас можно найти среди народов, говорящих на тюркских языках. А по поводу 13-го колена Израилева, это они отвергают. Так что... То есть еврейское отношение к хазарам не имеет? Не имеют. Но это на уровне ДНК они это подтвердили. Вы знаете ли, вот эти мифы о том или ином происхождении, они не беспочвенны. Вот эти правители хазар, вне всякого сомнения, женились на представительницах других наций. И, естественно, они имели очень большое влияние на своих правителей. Принимали ли они иудейство или не принимали. Но мы знаем по Ветхому Завету Эстер, насколько я понимаю, она как раз тоже была одной из супруг иранского царя. Естественно, они влияние оказывали сильное. И во времена хазар иудейское влияние было сильное на хазар. Но этнически, вне всякого сомнения, по крайней мере, на уровне ДНК, это показывает, что это тюркоязычные народы. Так вот, кроме хазар, уже на смену хазарам придут половцы. Вот здесь 200% с уверенностью мы можем сказать, потому что остались словари половецкие. И вот один из главных словарей, который «Кодекс Куманикус», он был составлен миссионерами в 1297 году. Там чистая наша лексика, там более 2000 слов, там есть и арабские заимствования уже, и персидские заимствования. Это чистый крымско-татарский язык. То есть вот здесь, в это время уже язык полностью здесь существовал в Крыму и использовался. Да, 1209 до прихода монгол. И вот тот тезис, что крымские татары являются остатками татаро-монгол и переселившихся сюда турков, он абсолютно неправильный. Спасибо. Владимир Николаевич, вот смотрите, в истории, вот я имею в виду историю Крыма и крымских татар, существует две линии. Вот она прослеживается с наших дней и до исторических глубоких корней. Первое – это попытка привязать происхождение крымских татар к монголам, отсюда объявить их пришельцами и депортацию оправдать. Таки одна линия, она во многих книгах звучит, во многих мыслях. Вторая часть – это то, что крымские татары, автохтонное население, оно родилось в Крыму и выросло в Крыму. И вся историческая судьба Крыма – это и есть история крымско-татарского народа, а еще глубже – это этнические группы, которые составили потом крымско-татарский народ. Вот сегодня в Крыму среди историков какая линия больше проповедуется? В общем-то, мы с вами сейчас живем в 21 веке, когда начинаются совершенно, будем говорить, иные подходы вот к тем этносам, тем корням историческим, которые тем или иным этносам
соответствовали с одной стороны, а с другой стороны вот тому государственному устройству, которое было в те давние времена. Вот никак историки не хотят согласиться с профессорами московскими, Носовскими, Фоменко, что никакого монгольского ига не было. Был дуумвират власти. Дуумвират. То Все. есть каким-то образом создали империю, государство и всё. все жили в рамках единого государства. Была обычная форма государственного управления. Государство есть, ему обязан платить налог, и все. Платит налог, все в порядке. Не платит, 10%. наказывают. Да, 10%. Наказывают. 10%. Да, правильно Айдар Меметович подсказывал. Не 10%, не 13, Не 13. а только 10. 10. Сегодня жизнь серьезнее, Десятина. сложнее, поэтому налоги больше. Ага, поэтому налоги Еще больше. вот одна такая Сейчас, одну мысль. минуточку. Да, да. И что касается депортации. Вопрос депортации вопрос достаточно сложный. И, в общем-то, однозначной оценки он не имеет. Но военные, так сказать, связывают депортацию с тем, что после освобождения Крыма, значит, от немецко-фашистских оккупантов и их, так сказать, союзников, да, вот, встал вопрос о том, что, в общем-то, оставлять военным в своем тылу часть населения, которая поддерживала во время 41-44 годах оккупантов, нецелесообразно. Но проблема, вот мы с Айдаром Меметовичем постоянно по этому вопросу говорим, проблема-то состоит в том, что уравняли всех. И тот, кто сотрудничал, и тот, кто защищал это государство. Значит, это совершенно не тот фактор, Совершенно верно, это не тот фактор. на который надо опираться. Значит, Да. были другие причины. Какие-то были другие причины. К сожалению, сегодня пока что архивы Трудно закрыты. Есть разные версии, конечно. Но мы очень довольны, во-первых, тем, что наконец-то вот эти проблемы депортации, которые висели над днями, указом президента Путина, они все отменены. И мы являемся сегодня реабилитированным народом, которому необходимо восстановить историческую справедливость. Вот теперь хотелось бы понять, а что такое восстановление исторической справедливости в отношении крымских татар? Как вы думаете? Так вот, говоря по вашему вопросу, опять ссылаюсь вот к этой книге «Этнокультурное развитие». Если мы с вами посмотрим то состояние, в котором находился крымско-татарский этнос до войны, то было два государственных языка – русский и крымско-татарский. Крымско-татарский язык учили во всех школах, и в русских, и в еврейских, во всех школах. И в немецких. И в немецких, везде. Никаких проблем не возникало. Сегодня почему-то это вот ставят в какую-то непонятную проблему. Никакой проблемы нет. Нужно принимать, наконец, политическое решение. Два государственных языка было, его реализовывали. Сегодня 3 государственных языка у нас. Ну так кто мешает государству четко определить законным порядком статус всех языков? И все. И этот закон необходимо выполнять. А у нас начинает вот раз Украина ушла, значит, можно украинский язык ликвидировать. Вот крымские татары приехали, ну только почему мы должны изучать их язык? Есть Конституция. Четко определяет статус. 3 языка. Все. Закон надо, Конституцию надо выполнять. Спасибо. Айдара, вот в связи с этим восстановление исторической справедливости, если мы бросим такой взгляд в глубину веков, смотрите, ведь мусульманство, ислам пришли в Крым где-то в 13 веке, да? Где-то конец 13-го, начало 14-го, да. Но, значит, до этого в Крыму было христианство. То есть наши этнические корни... Половцы исповедовали христианство. То есть наши исторические корни упираются в христианство. Конечно. Сегодня некоторые религиоведы, некоторые нечистоплотные историки, и имеющие какие-то другие свои интересы, раскапывая Крым, например, первого тысячелетия, находят христианские атрибуты в Крыму. И тут же
пытаются их прикарманить, как говорят в обществе. Но это же наши предки. Ведь есть очень интересная перепись Османской империи, 1500 год. Южный берег. Там мусульман по пальцам можно было пересчитать. То есть все были христианами. И все вот эти вот исторические сегодня артефакты, которые находятся, это наши, когда предки у нас были христианской веры. Можно ли сегодня вот устраивать торговлю вот этим? Нет, немножко не так. Древние тюрки всегда исповедовали тенгрианство. У нас Тангры и Аллах синонимы. Это не одно и то же. Это две разные религии. Тенгрианство – это религия тюрков. А ислам – это религия арабов, которая к нам пришла позже. Так вот, говоря о скифах, мы говорим о том, что у них было семибожие. Это табит, поклоняйся. Я в своей книге как раз говорю о том, ну, не родились же наши предки, действительно не исповедовали ислам, но они пришли к этому исламу, потому что это одна из самых последних религий. И самых прогрессивных в то время было. По поводу христианства. Христианство тоже исповедовали, но наши предки, тех, кто принимал другую религию, с ними расправлялись жестоко. Кстати, в книге об этом тоже имеются наглядные факторы, где предание своих богов, переход к другим богам, это каралось жестоко. Для того, чтобы сохранить идентичность, для того, чтобы сохранить единый тюркский мир, была единая религия тенгрианство. Поэтому вот современные казахи, они еще после распада Советского Союза, они хотели перейти на древнетюркскую письменность, не на латиницу. Это сейчас они говорят, будут переходить на латиницу. Но тогда вопрос стоял о том, о переходе на древнетюркскую письменность. Потом уже они решили снова возвратиться к латинице. Точно так же с религией. Религия вот, очень тонкая вещь. На этом спекулируют многие. Здесь находят артефакты, связанные с крестами, якобы в первом тысячелетии. Но у христиан в первом тысячелетии не было, то есть в первых веках не было крестов. Символика появилась только в четвертом столетии появилась. Поэтому этот символ, он на Алтае и в первом тысячелетии до новой эры, по крайней мере, среди тюрков были вот эти равнобедренные кресты, использовались. Но дело не в этом. Это не важно сейчас, кто какую религию исповедует, кто когда какой придерживался. Но на данный момент христиане, мусульмане и иудеи, они не являются врагами друг друга. У них единый Бог. Вот мы от чего должны отталкиваться и ни в коем случае не противопоставлять одну религию другой. Если мы посмотрим, возьмем Тору, а я ее внимательно изучал, возьмем Библию, я ее тоже внимательно изучал, и возьмем Коран, то мы на 60% всего содержания и Торы, и Библии мы найдем в Коране. Это о чем говорит? У нас единый Бог, и мы никак не можем друг другу противопоставлять вот эти три мировые религии. Они очень мирно уживались в Крыму и сейчас уживаются. И я уверен, и в будущем они будут уживаться. У нас не будет религиозных различий, потому что мы в этом плане очень веротерпимые. Вы правильно сказали, половцы исповедовали христианство, и вот те святыни, которые тогда были у христиан, мусульмане их не разрушали. Почему? Потому что исторически они поклонялись этим местам. В Крыму не было такого, чтобы между религиями была какая-то вражда. Иначе бы он не был бы таким цветущим краем. Айдар, вот с этой точки зрения, можно ли найти в Крыму святые места, которые были объектами поклонения в древности, там, когда христианство было, потом стало мусульманство, и оно все равно сохранило свою святость? И это всегда было, и есть, и в каждом селении вы это найдете. А здесь вот растет дерево.
К нему привязывают вот различные Да, вот тряпочки, эти тряпочки святые. привязывают. И что я обратил внимание, и в Средней Азии точно так же этим местам поклоняются как мусульмане, ну, по крайней мере, мусульмане их не разрушают. Они для них исторически, это историческая память народа. Они приняли ислам, вне всякого сомнения, но считают сохранили то, что было. И поэтому толерантность вот среди тех исповедующих и иудаизм, и христианство, и мусульманство, вне всякого сомнения, она даже мы не сможем повлиять на это. Историческая память, она сильнее нас. Сильнее, чем мы. Владимир Николаевич, вот смотрите, с этой точки зрения толерантность среди конфессий, вот, которой мы сегодня все пропагандируем, придерживаемся, стараемся и понимаем, что это краеугольный камень мирного сосуществования. Историки Крыма в своих работах как относились и относятся сегодня к этой проблеме? Дело в том, для того, чтобы, так сказать, правильно поднять этот вопрос, нужно исходить от исходной точки. А исходная точка, так сказать, заключается в том, что религия – это идеологический корень, стержень, который объединяет тот или иной народ. Вот крымских татар и другие этносы объединила мусульманская религия. Христиан, восточных славян, другие народы объединила православие. Но вот этот идеологический стержень, он ни в коем случае, как правильно сказал Айдар Меметович, не исключает мирного жительства, сосуществования, взаимодействия всех иных этносов. Живет крымско-татарский этнос на базе мусульманской религии. Прекрасно. Живут христиане на базе своей православной религии. Прекрасно. И так далее. То есть это объединяющий стержень, но ни в коем случае не разъединяющий. Какое государство? Государство, так сказать, руководители государства сами выбирают, какую религию они будут использовать для объединения своего государства. Айдар, вот в связи с этим я бы хотел спросить, вот сегодня в Крыму историки объединены какой-нибудь группой или каким-то направлением, или сообщество какое-то историческое у нас существует, или все-таки каждый работает в своей сфере и каждый так свои мысли выдает без общества какого-то? Вы знаете, все-таки же нельзя всех под одну гребенку стричь. Конечно, каждый ученый, он по-своему, он ведет исследования в том или ином направлении. Нас объединяют те международные конференции или конференции, проводимые ежегодно на базе нашего Крымского федерального университета или, наоборот, региональные конференции. Но все наши ученые – это единое сообщество. Они выезжают и на всероссийские конференции, и на международные. Вот там мы единое целое. Каждый выступает своими мыслями, исследованиями. Мы один другого дополняем, мне кажется. А вот так, чтобы все вместе в одном направлении строем шагать, это не армия, вне всякого сомнения. И каждый ученый по-своему, он, ну, по крайней мере, он имеет право высказывать свои мнения и публиковать свои мнения. Вот это я считаю большим достижением. Это раньше было, говорили, вот вы можете только вот в этом плане публиковать свои научные изыскания. А теперь, как вы видите, появились альтернативные мнения. Это стало возможным вот именно благодаря тому, что сейчас идеология над нами не давлеет. А те, кто пишет по-старому, ну, я думаю, время придет, они, по крайней мере, будут учитывать новые исследования тоже. Я боюсь другого. Я боюсь, вот в 1993 году вышла моя небольшая книжка «Крымские татары». Ее никто не критиковал. Но, что интересно, ее просто замолчали. Вот это самое страшное. Вот продолжается вот та старая линия, вот как
то, что было, взяли из Большой советской энциклопедии, мне как раз в обвинении ставили, когда я впервые в 90-е годы высказал мнение, что мы коренной народ, тогда мне посоветовали взять Большую советскую энциклопедию и посмотреть, кто мы на самом деле. Но исторически так было. Скифы – индоевропейцы. Скифы, они никогда не были монголоидами. И, по крайней мере, мы сейчас это видим на материале, генетики тоже об этом свидетельствуют, что они индоевропейцы, а не монголоиды. Конечно, вот Крым со своей уникальным географическим положением, естественно, явился таким ландшафтом, где сформировался народ крымские татары, в котором обнаружили вот те же генетики, о которых вы говорите, 28 гаплогрупп. Это означает, гаплогруппы – это те отдельные этники, которые входят от отдельных этносов. Вы представляете, 28, у русских обнаружили 8 всего лишь. Это неплохо, не хорошо. Это как есть. Это более молодая нация. Да. И поэтому, когда вот пытаются сегодня отдельные историки еще, петь, как вы говорите, старые песни, то, как-то просто обидно за тех историков, которые еще никак не могут перейти к новым позициям. Вот мы сегодня говорим об истории происхождения крымских татар. Вопрос очень-очень серьезный, потому что именно на нем строилась вся вот эта антикрымско-татарская демагогия и пропаганда. Компания. Поэтому сегодня очистить ее, не придумать новую, нет, восстановить ту историю, которая была на самом деле, я думаю, одна из главных задач историков Крыма. И вот очень бы хотелось, чтобы в Крыму организовали какую-то большую конференцию по этим проблемам. Как вы считаете? Так сказать, вернемся немножко к тому вопросу, который вы поднимали, до этого. Вопрос объединения историков. Если мы с вами посмотрим, так сказать, чуть-чуть, опять же, вернемся к довоенному периоду, то существовало Российское общество по истории Крыма, РАПИК. Вот та структура в условиях 20-х годов, в условиях демократии, расцвета демократии, советской демократии 20-х годов, эта структура сделала огромный шаг вперед в изучении всей этнокультуры, в том числе и крымско-татарской культуры. Огромный шаг вперед. Потом в 30-е годы все это было свернуто. После войны опять же одно течение, другое течение, третье течение. Все это было как бы спущено на тормозах. Сегодня, если мы будем говорить, так сказать, о наличии какой-то общей организации, объединяющей, она де юре есть. Вот при нашем музее Тавриды, есть общество, все. Значит, общество есть, но его работы... Результатов нет. Результатов его работы нет. Почему? Потому что, как мы с вами, так сказать, сегодня весь разговор идет о давлении прошлого, компартийного. Вот это компартийное давление, оно продолжается. Хотя уже давно, так сказать, ведущей, руководящей, направляющей нет, а давление-то сохранилось. Да, я считаю, что нужно общество, которое объединило бы историков, и это общество обсуждало бы внутри себя. Вы говорите о конференциях. У нас с вами ежегодно, раньше проводилась наша, так сказать, всекрымская конференция, назывались они таврические чтения. Сейчас уже 3 года, проводится всероссийская конференция, опять же, на базе нашей Тавриды, музея Тавриды. Приглашают они всех. Но на эту конференцию, Александр Андреевич, на нашу встречу не попал, я ему хотел сказать, что ни один руководитель из Министерства культуры на эту конференцию не пришел. Ни разу не пришел. Ходит, да? Ни разу не пришел. Хотя нельзя сказать, что вообще не ходят. Нет. Вот ежегодно проводятся керченские чтения, военно-научные. Туда представители прибывают. И там идет обсуждение вопросов, в том числе под руководством, так сказать, представителей министерств. Но, как видите, целостной системы, объединяющей на сегодняшний день, к сожалению, нет. А, пожалуйста, приглашают. Все, всех.
по любому вопросу истории Крыма Всероссийская конференция, значит, 4-6 июня этого года приглашает на встречу. Будем надеяться, что в свете вот новых положений, которые дает нам указ президента, то небрежное отношение к тем проблемам, которые поднимают историки, оно отойдет в сторону, и многие руководители начнут понимать, что мир в Крыму начинается с правильной истории. Если ее начать ковырять и двигать в разные стороны, то мир в Крыму можно очень легко нарушить. Поэтому у меня такая просьба, и я думаю, просьба к ответственности историков за то, что происходит сегодня в Крыму. Те вопросы, которые мы сегодня обсудили, я надеюсь, понравились и стали злободневными для наших слушателей и телезрителей. И я хочу сказать телезрителям, что это начало тех бесед об истории Крыма, которые мы начинаем с уважаемыми учеными. И мы будем надеяться, что будет очень длительное продолжение, на которых мы сможем дать ответ на все мифы, которые созданы вокруг истории Крыма и его жителей. Saygılı teleseyirciler, mana bugün biz sizden beraber pek derin tarih meselelerini dinledik ve ben belirlesem kendimize çok hulasa çıkardık. Bizim tarihimiz endi kendimiz yazmaya başladık. Mana bu birinci kitabımız. Derin meselelerimiz derin bakıldı. Ben işanırdım ki yaşlarımız bugün tarihten kızıkan olan alimlerimiz daha da çok türlü tarih meselelerini kotarıp bize kitaplar çıkarırlar. Pek yazık ki bana bu geçen 25 yılın içine biz o yan bir yana dağıtan yaş akıllarımızın çoğusu kayıtıp gelmedi. Bugün onların gerek vaktlerine onlar yerinde yoklar. Ben inanırdım ve işanırdım. Biz bile tarihi vurmalar yaşayışımızda başka yapmak. Görüşünce sağlıkla kalınız. Gelecek haftaya hayırlanız. Спасибо. Sağ olunuz. Всего хорошего. Спасибо вам большое за Успехов встречу. вашей Иншаллах, деятельности. иншаллах, Коршкин. İnşallah. Görüşünce.